Харисхан. Чего? Пестряков. Да я понял. Харыс.
Раз, два, раз. Спортивная школа футбола Якутия, город Якутск. И вот звучит свисток рефери матча Халафова Эльдара, и игра началась. По судейской бригаде также ему помогает Надымова Виктория и Наумкин Олег. Резервный судья Воронин Матвей. Инспектирует матч Богумилов Владимир Алексеевич. Давайте теперь по составам играющих команд. Команда спортивная школа футбола Якутия, футболки белые. В воротах играет Костылев Максим, номер 16, 27-й Гавшин Максим, 29-й Бакшеев Павел, 30-й Давиденков Сергей, 35-й Лавров Ренат, 36-й Пестряков Харисхан, 40-й Кондратьев Тимур, 44-й Емашев Артем, капитан команды, 55-й Севин Субудай, 66-й Ахмедшин Богдан и 99-й Серов Максим. Главный тренер команды Ланг Александр. Команда спортивная школа Сахалин. Футболки синие. В воротах играет Молдаван Александр, номер 63. Номер 5 Кононов Ростислав, номер 7. Итак, опасный момент у ворот Сахалина. Мяч вынесен за пределы штрафной площади. 7-й Боку Эдуард, 8-й Чун Те-Ун, капитан команды, 10-й Тен Артем, 11-й Кладов Максим, 13-й Скрипник Никита, 23-й Нарайкин Константин, 27-й Ранченко Константин, 55-й Волошин Дмитрий, 65-й Глушак Кирилл. Главный тренер команды Денис Красилевский. И вот мы с вами видели мгновение назад опасный момент у ворот хозяев команды Сахалин. Но здесь уже Якутия нарушает правила, и штрафной пробьют футболисты в синих футболках. Так, прошу прощения, команда Якутия играет в синих футболках, а команда спортивная школа Сахалин в белых. Вот теперь мы разобрались и продолжим смотреть игру. Сахалин начинает атаку правым флангом, но добились всего лишь аута. С мячом Радченко Константин. Неточный ввод рукой. И вот пошла взаимная борьба за контроль мяча. Верховая борьба. И в итоге с мячом оказывается команда Сахалин. Тен играет сбоку. Боку попытался перевести на левый фланг, но этого не получилось. И вот уже Якутия пытается начать атаку, но защитники Сахалина выбивают мяч в аут. В итоге все-таки мяч остался у Якутии. Удар по воротам, но слишком неточный. Мяч покидает линию ворот. От ворот с мячом Александр Молдаван, голкипер команды хозяев. Длинная передача вперед. Неудачный прием мяча. Но, как я уже говорил, в Южно-Сахалинске сегодня дождь. Поле хоть и в отличном состоянии, но тем не менее мяч скользит по газону, доставляя некоторое неудобство играющим на поле командам.
нокаут. В итоге с мячом Нарайкин Константин пытается развить атаку левым флангом, смещается в центр, но потеря мяча и длинный заброс вперед команды гостей. Взаимные ошибки. Глушак. Пока нет надежного контроля ни у одной, ни у другой команды. Видно, что на первых минут только входят в игру. Пока сквозит такой небольшой сумбур на поле. И вот передача на правый фланг. Кладов достает мяч и проходит по линии ворот, простреливает, и удар, гол. Гол на 6-й минуте. На 6-й минуте забил Константин Нарайкин. Итак, уважаемые друзья, 6-я минута, 1-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Автор первого мяча в ворота Якутии Константин Нарайкин. Номер 23. Здесь мяч опять достался защитникам Сахалина. Нерасчетливо. Глушак делает передачу вперед, но на соперника. Также Якутия теряет мяч на Нарайкина. Тут Боку первый на мяче. Перевод на Кладова. Максим делает навес в район линии штрафной, но в итоге защитники выбирают мяч. И вот левым флангом Якутия пытается провести. Так, Сахалин с мячом. Опять неточная передача. На этот раз уже Радченко Константин. Ну, пока мы видим, что футболисты Якутии просто пытаются выбить мяч подальше, потому что Сахалин, игроки команды Сахалин не дают свободно принимать мяч и что-либо предпринимать без сопротивления. Кладов с мячом правым флангом пытается обыграть одного. Играет сбоку, но в итоге всего лишь угловой. Итак, на угловом флажке Кладов. Подача в штрафную. Пошла борьба за мяч. В итоге мяч остался у Сахалина. Защитники Якутии, казалось бы, завладели мячом, но борьба продолжается. Не дает выйти Сахалин. И тут Боку подхватывает мяч. Передача на Кононова. Прострел вдоль ворот. Удар поворотом, но блокирован защитником. Но, тем не менее, атака продолжается. Мяч штрафной. Попытка удара по воротам. И угловой. Угловой разыгран. Подача в штрафную. На дальнюю штангу Кладов с мячом. Но небрежность в приеме мяча и упускает Максим мяч от ворот.
голкипер команды Якутии Костылев Максим призывает своих партнеров, что он будет просто выбивать мяч, побороться и попытаться сохранить мяч. Заброс в центр. Опять попытка сделать доставку вперед, но в итоге мяч перехвачен защитниками Сахалина. И аут. Не выдумывают защитники Якутии. Играют просто. Лишь бы разрушить атаку, даже не начиная свою. И вот серия аутов. И в итоге уже Сахалин находится в зоне атаки. Навес штрафную площадь. Защитники выбивают за пределы. На подборе у нас опять доставка в штрафную. Но здесь мяч перехвачен. И в итоге Якутия будет вбрасывать аут. С мячом Серов Максим. На Давыденкова Сергея. Его здесь уже Тен Артем. Вот далеко отпустил мяч Артем. И тем более нарушил правила в атаке. Штрафной пробьют гости. Но здесь после столкновения судья матча даже просит врача команды Якутия выйти на поле, оказать помощь. Какой надо даже? 30. 38. Договори, я почему я не знаю. 38, да? Ну как 38 Ну, не может там быть 30. 6, наверное. 36 есть, да. 36, да. А на поле пока лежит Писарьков Харысхан. Ему оказывают помощь. Ну вот, Харысхан поднимается. Ну, видно, что ничего серьезного нет, и он продолжит игру. Итак, штрафной. Борьба, сброс. На левый фланг пытались так начать атаку футболисты с Якутска. В итоге мяч перехвачен. Тен Артем набирал ход, но нарушение правил в центральном круге. И предупреждение получает игрок команды Якутия. Штрафной удар. Штрафной удар пробьют футболисты Сахалина. Непонятно, какой очень. Вроде 35. 35, да. Лавров. Так, 14 минут. Так, ну а предупреждение получил. Предупреждение получил Лавров Ренат за удар соперника по ногам. Номер 35. Команда спортивной школы футбола Якутия. Итак, Глушак Кирилл у мяча. Длинный заброс в штрафную площадь. Мяч выносит штрафной. Первый на подборе. И с такой выгодной позиции Тен Артем не попадает в ворота. А бил по воротам Чун Теун, капитан команды. У него удар не получился. И там уже Тен Артем с хорошей позиции по центру ворот, но не попал в створ. От ворот. Итак, Костылев Максим.
Пошли порывы ветра. Вот мы видим даже мяч. Итак, смотрим на подборы первая Якутия. Передача на левый фланг. И Кирилл Глушак выбивает мяч за бровку поля, аут, будут водить гости. В итоге мяч оказался у Артема Тена, Кононов на Чунтеуна, тот дальше на левый фланг, но порывы ветра просто вынесли мяч за бровку поля. Теперь аут будут уводить гости. Передача назад своим защитникам. В итоге через вратаря хозяева пытаются начать атаку. Молдаван просто выбивает мяч вперед на Эдуарда Боку, который в итоге мячом завладел, но вот обыграть. Но судья, тем не менее, показывает нарушение правил. Погодка, конечно. Сейчас ветер усилился. Надо забивать прям. Пытался принять Эдуард Боку мяч, но не получилось. Но тем не менее Кладов с мячом. Дальний удар поворотом, но выше. Ну все правильно делает Максим, так как ветер дует в сторону ворот Якутии. И надо бить. Потому что второй тайм все может поменяться. Уже играть будет Сахалин против ветра. Передача в центр. На Ахмедшина Богдана, но Богдан не сумел принять мяч. Здесь борьба в центре поля. Попытка взять мяч под контроль. На коротке не точно играет, но тем не менее справляется. Справляется Волошин Дмитрий. Да, все-таки дождь и ветер вносят свои коррективы в игру, и пока только лишь какие-то эпизоды игры мы можем видеть. В основном все это борьба, все это взаимные потери. Постоянный, вот передача на линию штрафной не дотягивается, далеко отпускает мяч. Игрок в белой форме, но тем не менее, опять-таки Радченко Константин. И вот атака левым флангом Якутии. И все-таки успевает Радченко вернуться назад и в подкате выбивает мяч на угловой. Главный судья встречи Халафов Эльдар что-то внушает игроку, который сейчас находится у углового флажка, и будет подавать угловой. Все нормально, звучит свисток. Подача низом. Промахивается. Тем не менее, второй удар и блокирован. Подбор за командой из Якутии. Такая попытка удара поворотом. Легкая добыча для Молдавана. И тут же начинает через своего защитника. Кирилл Глушак делает длинную передачу на Эдуарда Боку. Тот сбрасывает на Артема Тен. Дальше уже у нас Кононов Ростислав подключает атаку левым. Подача в штрафную. И вот, да, уже второй момент. Тен Артем транжирит. Казалось бы, никто не мешает. Играет хоть головой. Хотя верховой мяч, конечно, здесь надо было сыграть. Просто подставить голову, но он в прыжке попытался сыграть ногой, и в итоге мяч вводит
голкипер команды Якутии. Неудачный ввод. Первым был на мяче Боку. Боку продолжает владеть мячом, но не точно. Серия ошибок со стороны обеих команд. Очень мелко играют команды. Буквально на одном квадратном метре столько там находится игроков, что просто невозможно получить мяч в какое-то свободное время, чтобы тебе было подумать. И вновь Костылев Максим. Ну, здесь получилось у него поднять мяч. Передача в разрез неплохая была, задумка Нагавшина Максима, но немножко силы не подрасчитали игроки Якутии. Но тем не менее мяч у них и аут. Длинная передача вперед на Эдуарда Боку. Навязывает борьбу защитнику и в итоге вынужден защитник команды Якутия выбить мяч в аут. Кононов вернул обратно. И так Кононов с мячом. Неточная передача и потеря. Но здесь также потеряли и футболисты Якутии. Теперь с мячом на правом фланге Тен Артем. Но Лавров Ренат не дал ему развить атаку. Угловой мяча Константин Нарайкин. Подача. Выпрыгивает. Да, выпрыгнул Радченко Константин. В итоге там было столкновение с вратарем команды Якутия Костылевым Максимом. И вновь нужна помощь врача команды. Надеемся, что с Костылевым Максимом ничего страшного не произошло. И он вернется в игру. У нас надо 96 зрителей. Так, все, тихо. Ну, давайте вспомним, что в последнем туре перед этой игрой команда Сахалин принимала команда Динамо из Приморского края и уступила сейчас счетом 0-7. Команда спортивная школа футбола Якутия также играла на своем поле, принимала Океан из Находки и тоже уступила, но со счетом 2-4. Как мы видим, обе команды домашние матчи проиграли, но сегодня Сахалин играет дома, а Якутия играет в гостях. Ахмедшин на левый фланг, на Емашева Артема. В итоге мяч у молдавана. Разыгрывает Александр Молдаван мяч с Кириллом Гушаком. Тот просто выбивает вперед на боку Эдуарда. Тот головой сбрасывает на Тена. Тен в итоге оказывается с мячом. Подключает Нарайкина. Нарайкин входит в обыгрыш в центр поля. Дальше на Теуна.
Капитан с мячом. Передачу назад своему защитнику Скрипник. Но не точно. Он сбрасывает головой. В итоге потеря. И Якутия по центру развивает атаку. Вовремя перехвачен мяч. И опять Сахалин в атаке. Но это всего лишь попытка атаки, так как неточная передача. Мунарайкин исправил ситуацию. Подача в штрафную. Удар с левой, но мяч сваливается у Кладова с ноги. И в итоге от ворота сыграно уже 25 минут первого тайма. Я напоминаю, что счет 1-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Передача в центр поля. Борьба за мяч. Ну, здесь должен Молдаван выйти и взять мяч в руки. Так оно и произошло. Вовремя постраховал своих товарищей по обороне. Кладов пытается сохранить мяч, но сохранит за счет нарушения. Итак, передача. Нет, судья просит повторить удар. Так, штрафной удар с мячом хозяева. Разыграли. Дальний удар поворотом. Неплохой удар. Вратарь команды Якутия Косолев Максим вынужден был, да, отправить мяч на угловой. Еще раз говорю. Идет дождь, порывы ветра. И удар по ветру очень неприятен, тем более, что низом, коснувшись поля, где-то может скользнуть. Так, уголовой разыгран. Доставка в штрафную. Угловой. К угловому флажку идет Максим Кладов. Подача на дальнюю штангу, но в итоге от ворот, да, порыв ветра вынес мяч за линию ворот. По турнирной таблице на сегодняшний день команда «Спортивная школа футбола Якутия», город Якутск, занимает последнюю строчку, 10-е место. После 11 игр она не набрала ни одного очка, 0 очков, 8 забила, 44 мяча пропустила. Хозяева команда «Спортивная школа Сахалин» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы. После 10 игр команда набрала 12 очков и в итоге 13 мячей забила, 21 пропустила. Атака продолжается, удар поворотом, да, Кононову положили под удар. Удар блокирован. Кононов с мячом. Подключил Скрипника. Тот с мячом входит в середину. Но там среди 3 игроков в синих футболках не сумел сохранить мяч. И аут будут вводить футболисты из Якутска. В итоге штрафной в пользу команды в белых футболках. Итак, смотрим. Ну, здесь на дальнюю, да, немножко сильно. Высоко на Нарайкина. Рассчитана была передача на дальнюю штангу. Быстро разыграли
гости от ворот и пытается начинать атаку левым флангом. И в итоге лишь заработали аут. Здесь небрежно немножко Радченко Константин принимал мяч. Так, Боку на Тена. Опять Боку. Пытается, и вот подача. Но здесь не подача. Здесь мяч свалится с ворот. Ну, вы видите, порывы ветра и дождь, что Косарев Максим даже не сумел взять мяч под контроль и вынужден, отбивая перед собой, отправить мяч на угловой. Так, смотрим угловой. Закручивают на ближнюю штангу. Кладов как-то робко подбирался к мячу. В итоге мяч вынесен за пределы штрафной. Глушак с мячом. И там падение. Судья матча останавливает игру. Да, в итоге поправил. Мячом владели футболисты белых, так называется, спорный мяч. И атака продолжается. Перевод на левый фланг неточный. Мяч на Ахмедшина. Вот он развивает атаку правым флангом. В итоге мяч потерян, не сумели игроки Якутии доставить его в штрафную от ворот. Разыграли. И опять длинная передача вперед. Артема Тена, тот с мячом. На Райкин, подача на Боку. Успеет Эдуард? Нет. Мяч покинул поле от ворот. Против этого еще лучше не трогать. Мяч уходит, в смысле, что нет. Индивидуально. Очередной раз Костылев Максим. От ворот просто выбивает мяч вперед, повыше, подальше. В борьбу. Боку скидывает на Тена. Кононов налево на Нарайкина. Опять Тен. Опять подошва нестандартно сыграл уже 2 раза подряд. Тен Артем. Пропуск мяча. Ну, здесь то ли сознательно. Почему-то он пропускал мяч. Накладывал Максим, только получилось. Но в итоге Максим Кладов не понял, не пошел на эту передачу. И с мячом футболисты Якутии. Волошин пытался там отобрать мяч, но тем не менее правый фланг атаки в действии у Якутии. Скрипник с Кононовым пытаются вдвоем накрыть, и в итоге только третий Волошин Дмитрий сумел завладеть мячом. И вот теперь по левому флангу Скрипник с мячом. Точная передача. Боку, тем не менее, доиграет до конца. И вот Ахмедшин опять. Высокий Ахмедшин. И что там? Смотрим на судью. Нет, можно играть, пока это судья. Да, буквально малыми силами футболисты команды Якутии заставили понервничать хозяев.
пару атак, хоть и не довели до завершения, но нервы потрепали. Что там не было вне игры, было, показывает помощник главного судьи Наумкин Олег. А сыграно уже 35 минут первого тайма. Счет 1-0 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Нет нарушения правил, показывает судья. И неточная передача вперед. В итоге мяч потерян и аут будут вводить игроки команды «Спортивная школа футбола Якутия». Точно вот мяча, но и Константин Нарайкин не сумел сохранить мяч, упустив его за боковую линию. С мячом гости будут вводить аут. И точно. Боку с мячом получает в центре, подключает Кладова. Кладов ищет предложение вперед, смещается в центр, передача налево, но перехвачена, и вот пошла уже борьба в центре поля. И опять Ахмедшин завладел мячом, но в итоге потерял мяч. Кононов на Тена. В итоге первый на мяче Костылев Максим. Длинная передача вперед. Ямашев Артем делает передачу на здесь. Нарушение правил. Толчок в спину. Толчок в спину. Все тот же неутомимый, настырный Ахмедшин. Богдан Ахмедшин, пытаясь завладеть мячом, нарушил правила. Тен Артем спокойно щекой на 38-й минуте. Тен Артем удваивает преимущество команды спортивной школы Сахалин. Счет становится 2-0 в пользу хозяев. Ну, сумели сахалинцы использовать погоду. Собственно, это просто была длинная передача, где нерасчетливо сыграли защитники Якутии. И в итоге Тен Артем вышел 1 на 1 с вратарем команды Якутия Костылевым Максимом и спокойно, уверенно, щекой низом положил мяч в ворота. И так счет 2-0. Продолжает владеть мячом хозяева. Кононов на подборе на Нарайкина. Нарайкин пытается обыграть одного второго. И в итоге мяч от него покидает поле от ворот. Защитники Сахалина опять делают длинную передачу вперед с надеждой, что защита Якутии ошибется. Передача накладывала не точно. Боку с разворота принял мяч, дает на своего капитана Чунтеуна. И здесь нерасторопно как-то немножко споткнулся Чунтеун, и мяч покинул поле. А между тем, время первого тайма закончилось. Ну, так как была оказана помощь, поэтому главный судья
матча Халафов Эльдар добавил 1 минуту к первому тайму. Атака Сахалина продолжается. Удар по воротам. Бил Чунтеун. В который раз мяч сваливается у него с ноги и от ворот. Здесь вратарь команды Косарев Максим, конечно, уже на последних секундах, не выдумывая, показывает, что будет выносить мяч, призывает своих игроков побороться, сохранить, завладеть мячом, передача на Кладов штрафной, подача на дальнюю штангу, перелетев всех, но судья сигнализирует, что должен быть угловой. ГП играет. Да игра-то их в боксе. Главное, чтобы счет был. Так, скрипа идет, да, к мячу? Итак, у мяча Никита Скрипник. Подача. И пролетев одного, второго. Тен. И в итоге 3-0, добавленное к первому тайму время, забил Артем Тен. Счет 3-0. И тут же звучит свисток рефери матча, как говорится, в раздевалку. Артем Тен забил 3-й мяч в ворота гостей. Итак, футболисты идут на перерыв. Давайте и мы отдохнем немножко с вами. Тен забил. Как он? Одного, второго перелетели. Как он там? Да головой пробил, просто еще пролетели. Ну, там бу-бу-бу-бу, как там прыгали. Куча пленные, ёпта, наши тоже пленные. Ни одной, блядь, две, Ну, а три смысл, передачи не бросали. смысл, если никакой, да? Они подстроились. Ну, сейчас выбивать смысла нет, сейчас будут против ветра играть. Да играйте низом, блядь, чудаки, блядь, просто не можете знать, что делать с мячом. Включил. Ну, не слышишь, смотри. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Ну, давай проверим сейчас. Да, проверь, тихо. Раз, два. Просто инвалиды. Сейчас подожди, они сейчас мяч будут зависать, эти убегать. Тены, боку, блядь. Не могут догнать. Я пошел, пошли. Да куда там? Что? Курить пошли. Да, погодка. А сейчас еще освещение включат на вечернюю и все.
Раз, два. Проверка связи, как слышно. Ну, я хорошо. Раз, два, три, раз. Хорошо слышно? Все понятно. Ну там день показывает, я о чем, блядь?
Итак, второй тайм начался. И гости первые произвели замену. Вместо игравшего под номером 30 Давыденкова Сергея на поле вышел Федоров Максим, номер 38. Вот прострел вдоль ворот. Первый на мяче Ахмедшин. Простите, Ахмедшин получает мяч в центре поля. Но не сумел сохранить мяч. И вот левым флангом уже Кладов пытается начать атаку. Играет с Глушаком. Тот смотрит, кому сделать передачу. Но пока смотрел, мажет мимо мяча. И вот уже игроки команды Якутия пытаются провести атаку по центру. Но Никита Скрипник самоотверженно в подкате выбивает мяч на угловой. Угловой идут подавать гости. С мячом Семень Субудай. Подача. Суета. Удар по воротам и гол. Не разобрались защитники хозяев. И в итоге счет становится 3-1 на 43-й минуте. Гости сокращают разрыв в счете. Так, Сахалин с мячом. Кононов. А гол в составе команды Якутия забил игрок, вышедший на замену. Федоров Максим, номер 38. С мячом Молдаван. Розыгрыш со своим защитником. Опять Кирилл Глушак. Длинная передача вперед. Но Эдуард Боку не дает развить атаку гостям. И вот уже с мячом по центру поля врывается Тен Артем. Делает передачу направо на Нарайкина. Нарайкин проход по правому флангу. Смотрит партнеру. Передача под себя. Боку удар по воротам. Но немножко не получился удар. Но здесь был, по всей видимости, и рикошет. Потому что помощник рефери показывает, что мяч вышел, покинул поле от ноги защитника в синей форме. Игрока команды синей формы. Опять к мячу подходит Никита Скрипник. Подача левой ногой. Ну, здесь не точно, непонятно, то ли свалился мяч, но тем не менее Ахмедшин делает передачу вперед на Гавшина Максима, но Молдаван первый на мяче. И вот вводит Кладову. Кладов вперед на Боку. Боку с мячом. Здесь пытался он вывести Нарайкина. Но в итоге Нарайкин с мячом и оказался. И на правом фланге пытается индивидуально. Одного прошел, пробрасывать на ход, но в итоге опять-таки все-таки настырный Нарайкин сохранил мяч. И здесь уже сам решил пробить поворотом, но слишком неточно. От ворот будет вводить Костылев Максим. Здесь он опять-таки снова призывает, что будет просто выбивать, что он и делает. Боку с мячом.
Одного прошел на скорости, ходит по центру, но защитник ставит корпус. Но тем не менее, судья останавливает встречу. И штрафной пробьют гости. Слишком настырно Боку Эдуард. Боку Эдуард атаковал, что в итоге, потеряв мяч, нарушил правила. Штрафной удар. Глушак на Кладова. Кладов не получает мяч, теряет в борьбе. Вот неточная передача. Ни на Боку, ни на Тена. И в итоге якутяне по центру пытаются организовать атаку. В итоге Тен на Кладова, но немножко не расчетливо, не точно, но тем не менее Максим мяч сохранил. Но сохранил. Защитники просто выбили мяч, и Глушак делает передачу на своего партнера Радченко Константина. Тот пытается забросить на Райкина. Завязалась борьба на правом фланге. И защитники гостей вынуждены сделать передачу назад на вратаря. Кононов неточно сбрасывает головой. Потеря мяча. Борьба. В итоге аут за хозяевами. Много-много борьбы сегодня. Итак, замена. Замена у Сахалина. Замена. Поле покинул капитан команды Чун Те-ун, номер 8. И вместо него вышел Никитин Кирилл, номер 25. Опять помощник судьи сигнализирует о нарушении правил со стороны Эдуарда Боку. Длинная передача вперед. И в итоге мяч, не задев никого, покидает пределы поля. И Александр Молдаван будет начинать атаку. Розыгрыш своим защитником. Далее Кононов в центре поля совершенно один. Делает длинную передачу, вернее попытка сделать вперед. Но, как я уже говорил, но перехвачен мяч. Опять Кононов входит по центру. Не рассчитал время передачи, и в итоге мяч у Молдавана. Волошин своему партнеру Кирилл Глушак. Опять длинный заброс на Райкина. Имашев Артем развивает атаку по левому флангу. Вход в штрафную. Передача под себя. Но и опять удар. Опять удар блокирован. Две попытки дали хозяева для того, чтобы нанести удар по воротам футболистам Якутии. Но в итоге удар блокирован и угловой. Подают гости. Розыгрыш. Ну, здесь, по всей видимости, это был удар по воротам, но мяч летит довольно-таки далековато от створа ворот. От ворот быстренько ввел мяч Молдаван, но судья
встречи. Халафов Эльдар просит повторить. Боку сбрасывает своему партнеру. А вот будут уводить хозяева. Десять минут второго тайма позади. Я напоминаю, что счет 3-1 в пользу хозяев команды «Спортивная школа Сахалин». Боку не сумел принять мяч, но тем не менее мяч у Кладова. Смотрит, продолжение вперед не нашел. Через своих защитников Скрипник. Заброс. Но защитники первые тут на подборе. Первый был Боку Тен по центру. Сохраняем одного-второго, но в последний момент защитники не дали пробить. Артем поворотом, неточная передача направо, но тем не менее заставили ошибиться защитника Якутии. Итак, замена. Замена вместо Волошина Дмитрия номер 55. На поле вышел Фаевский Владислав, номер 20. Аут. Боку принял одного-второго, ушел. Смотрит приложение, но передача блокирована. Срезка Глушака, и он вынужден сделать передачу своему вратарю, который также срезает мяч, но удачно на Фаевского Владислава. Кладов. Фаевский смотрит низом передачу. Не точно. Теперь футболисты Якутии пытались провести атаку левым флангом, но в итоге Фаевский выбивает мяч в аут. Серия потерь. Борьба. Пытаются индивидуально пройти игроки Якутии. Но тем не менее мяч перехвачен. И вот Боку по центру разгоняет атаку на левый фланг. И здесь далековато отпускает Никитин Кирилл мяч. Всего лишь аут. Скрипник, передача назад. Выбивают защитники Якутии мяч в центре поля, но первые на мяче сахалинцы. Попытка перевода налево все-таки состоялась. Скрипник с мячом. На Радченко. Радченко нерасчетливо, неточно, и мяч потерян, но тем не менее навязывается борьба Кононов, он завладел мячом. С мячом Сахалин сохраняет мяч, и в итоге Тен, Артем, Боку, Эдуард. Но это все на месте, без продвижения, тем не менее мяч у игроков в белой форме. Сахалин с мячом через центр. Здесь удар по ногам и штрафной, довольно-таки опасность близости. Напоминаю, что Южно-Сахалинский дождь. Поле мокрое. И вполне вероятно, что здесь просто Кладов Максим пробьет поворотом, ничего не выдумывая. Посмотрим. Судья встречи устанавливает стенку на положенное расстояние. Косарев Максим установил все. Своих партнеров в стенке и теперь готов. Итак, Кладов разбегается. Удар. Ну, это можно сказать удар
в сторону ворот. По отношению силы, хоть мяч и попал в сторону ворот, но Косолев Максим, в принципе, легко справился с этим ударом. Аут. Итак, Якутия в атаке, но тем не менее опять защитники выбивают мяч на аут. Я напоминаю, что счет 3-1. Идет уже 16-я минута второго тайма. И от ворот будут вводить хозяева. Радченко на Скрипника. Скрипник вернул ему, но здесь такие вот скользкий мяч. В итоге мяч потерян и пытались атаковать, создать атаку, но с мячом Никитин разгоняется по центру, делает передачу на Тена. Кононов подбирает, но тут же теряет мяч. В итоге Глушак первый на мяче, но неловко принимает мяч, он отскакивает сопернику. Ну здесь уже, ну да, такую вольность себе позволил Максим Кладов вблизи штрафной между двух. В итоге вне игры. Вне игры Тен Артем на этот раз попался. Заброс вперед. Борьба за подбор. И на Тена заброс вперед. Не получилось у Артема сохранить мяч. Теперь уже Ахмедшин пытался также, но тем не менее доиграл до конца. И попытка передать вперед была блокирована. Здесь очередная срезка. Его здесь уже накрывает хозяева, и получилось у Боку. Ну, немножко скользкое поле, подскользнулся. Но тем не менее мяч у Сахалина, и они будут вводить мяч из-за боковой. Так, Никита Скрипник на Никитина. Тот хитроумно пропускал. Но в итоге мяч все равно оказался у Боку. Боку очередной раз через развороты пытается сохранить мяч, обыграть соперников, но слишком много соперников на этом участке поля. Никитин с мячом. Тен. Все через центр. Много атак пытается провести Сахалин через центр. И в итоге много потерь. Соответственно, Райкин на правом фланге получает мяч. Назад на Фаевского. Дальше Кладов. Проходит правым флангом. Подача в штрафную. И мяч пролетая, никого не касаясь. Никитин первый мяча. Удар поворотом, но высоко. От ворот вводят гости. Не дают Ахмедшину взять мяч под контроль. И нерасчетливая передача вперед, привела к потере. Итак, замены. Вместо 44-го номера это Ямашев Артем. На поле сейчас выйдет Исмаилов Мансур, номер 28.
Пока не могут разобраться футболисты Якутии. Нет, все-таки да, замена произошла, и вместо Имашева Артема на поле вышел Исмаилов Мансур. После аута завязалась борьба. Обокрал Тен Артем, обокрал защитника, но не сумел сохранить мяч. В итоге Кононов вступил в борьбу. Никитин подача. Бок удар нерасторопно. Тен Артем и вот не дают ему, не дают пробить поворотом защитники. На Ахмедшина. Длинная передача на активного Ахмедшина. И аут. Вводят гости. Бакшиев Павел с мячом. Смотрит своих партнеров. Пролетает Скрипник мимо мяча, но его Радченко Константин страхует и вынужден выбить мяч за бровку поля. Так, очередная замена. Итак, аут. Аут за гостями. И в итоге защитники выбивают мяч с центра поля, где Боко Эдуард, сохраняя мяч, передает его на своего партнера по атаке Артема Тена. Тот на Кононова. Но в итоге Ростислав теряет мяч, но опять неточная передача. И опять борьба. Передача в центр. Вынужден Молдаван выйти, но как-то робко выходил. И Богдан Ахмедшин так немножко потоптал голкипера команды Молдавана Александра. Штрафной пробьют хозяева. Разыграли. Мяч покинул поле. Аут. Аут будут вводить футболисты Якутии. На этот раз аут за игроками в белой форме. Да, как я уже и говорил, да, многовато борьбы. Нет пока содержательного футбола. Боку сбросил головой. Тен набирает, но опять очередной раз стыкается в защитника. И тут же партнеры по команде помогает ему завладеть мячом. Вот уже два игрока против Скрипника. Удар поворотом, но опять мимо мяча. И все тоже настырный Ахмедшин Богдан. Наносил удар поворотом, но не попал по мячу. Мяч, срезавшись, покидает линию ворот. Разыграли хозяева. И Кирилл Глушак опять делает длинную передачу. Заброс на Артема Тена. И Кладов здесь, казалось, завладел мячом, но тут же потеря, очередная потеря и за гостями. Скрипник на Никитина. Никитин без адреса забрасывает вперед. Ну, тем не менее, Кононов подобрал мяч, но далеко отпустил мяч в приеме.
То же самое, та же самая ошибка и у Никитина. Здесь у трех через прием, неудачный, потери мяча. Играть показывает рефери матча. Борьба, да, опять борьба. Так, передача. Зашел в штрафную. Игрок под номером 30 на дальнюю. Это Федоров Максим. Делал подачу в штрафную, но слишком сильно высоко. От ворот вводят хозяева, игроки команды Сахалин. Что-то рефери матча объяснил Бакшееву Павлу, игроку команды Якутия. Кононов сбрасывает на боку. Передача направо на Фаевского. В итоге мяч оказался на левом фланге у Скрипника, и тот длинная верховая передача на Эдуарда Боку. Замешкавшись, потерял мяч Эдуард, запутавшись, как говорится, в своих ногах. Кононов в итоге дает опять-таки на Боку. Кладов счетливо пропускает мяч, и в итоге Фаевский страхует своего партнера. Неточная передача вперед, но Кононов опять-таки первый на подборе, налево на Никитина, но чуть слабо, и защитники первые оказались на мяча, и здесь просто выносится мяч по ветру подальше, так что даже уж Молдаван был первый на мяче. Дождь в Южно-Сахалинске продолжается, порывы ветра, так же как и в первом тайме. И сейчас ветер в сторону ворот хозяев. Якутия с мячом на правый фланг. Вот там первый на мяче Никита Скрипник. И прикрывая мяч корпусом, контролируя, дает мячу покинуть поле. Замена, тем не менее, произошла в команде спортивная школа футбола Якутия. Вместо 27-го номера Гавшина Максима на поле вышел игрок под номером 26 Жирков Марк. Так, Тен, казалось бы, был с мячом, но потерял. Аут будут вводить хозяева. Фаевский с мячом. Защитники опять выбивают мяч за бровку поля. И атака футболистов Сахалина продолжается. Попытались футболисты навязать борьбу в штрафную, тем не менее Кладов теряет мяч. И прерванная передача вперед. Не получилось организовать атаку у Якутии, но аут за ними, и неточный ввод, но тем не менее ошибка
сахалинцев. Никитин в итоге с мячом. Смотрит предложение, сам идет по левому флангу. Но тем не менее, и здесь Богдан Ахмедшин вернулся назад и сохранил мяч для команды. Но в итоге нарушение правил со стороны Никитина. И желтая карточка. Предупреждение получил игрок команды спортивной школы Сахалин Никитин Кирилл, номер 25. Так, штрафной. А пошла уже 32-я минута второго тайма. Счет 3-1 в пользу хозяев команды спортивная школа Сахалин. Штрафной от центральной линии поля. Итак, мяч выносится из штрафной. С мячом Тен. Ну, здесь опять он в скученность ног, но тем не менее попытка, но она прошла с мячом по левому флангу. Никитин пытался сделать передачу вперед на своего нападающего. Опять Никитин назад на Клада. Клада пропускает. Фаевский на боку, не точно, ни боку, ни Никитин до мяча не добрались. Глушак налево на Скрипника. Сохраняет мяч Никита, но вот передачу не точно. В итоге Кононов теряет мяч, но тут же исправляет свою ошибку. Тен с мячом. Ну, здесь немножко уже пошло такое давление. При потере мяча уже игроки в белой форме тут же вступают в отбор буквально на подступах к штрафной. Не дают защитникам Якутии даже секунды подумать, оценить ситуацию. Аут. Вводит Сахалин. Теперь же мяч. Нет, все так же. Все так же мяч остается у хозяев. Наколов сбрасывал на своего партнера, накладывал, Кладов назад. В итоге опять Кононов первый на подборе. Передача назад своему защитнику, и тот просто выбивает мяч вперед. Но здесь уже Радченко не дает Ахмедшину спокойно принимать мяч, навязывает борьбу. И вот уже Нарайки Константин, сместившись на левый фланг. Передача, но прием мяча в итоге догонит у нас. Нет. Не сумел сохранить мяч Никитин. И в итоге он же еще нарушает правила. Штрафной пробьют гости. Один получал мяч. Вышел на замену Жирков Марк, но не сумел сохранить мяч. Тем не менее, заброс на его фланг. И Кирилл Глушак, не рискуя, не выдумывая, надежно выбивает мяч за линию поля. Здесь уже безадресные передачи верхом вперед. В надежде, что защитники Якутии совершат какую-то ошибку и будет возможность провести атаку у команды Сахалина. Аут вводят игроки в синей форме.
Так, Бакшеев Павел ввел точно ножки своему партнеру, но не сумел принять мяч. Также аут. После аута Кононов не сумел. Поле скользкое. Понятно, да? Все, уважаемые друзья, что и ветерок, и дождь вносят свои коррективы. Хотя газон на стадионе «Спартак» в идеальном состоянии, но если учитывать трение мяча, то да, только это вот. А остальное все идеально. На Нарайкина, но Нарайкин не сумел. Тут же навязывают борьбу футболисты Сахалина. Кононов на Никитина, но Никитин не дают принять мяч. Первым оказался Скрипник и выбивает мяч за бровку поля. Так, атака по правому флангу, но Марк Жирков упускает мяч. В итоге от ворот молдаван с мячом. Нет, подходит к мячу Кладов Максим. Доверяет более приспособленному к этим передачам ударам. Да, против ветра. Кладов. Вынос мяча. На подборе Скрипник. И здесь за счет рикошета мяч покидает бровку поля в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Тем не менее, все меньше и меньше остается времени до конца матча. Я напоминаю, что счет 3-1 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Никитин навязывает борьбу. Тут же Кононов. Кладов в центре поля. Далее на Фаевского. Фаевский вперед на Райкина, но не точно. С мячом Якутия, но упускает мяч. И аут со стороны хозяев. Так, на правом фланге пытается развить атаку у нас нападающий Сахалина. В итоге всего лишь аут. Подача в штрафную. Но Костылев Максим легко справился с этой подачей. И тут же делает длинную передачу вперед на Ахмедшина. Кладов, не глядя, и вот ошибка. Да, вот ошибка. Никитин с мячом набирает по центру. Выходит 1 на 1, но далеко отпуская мяч. И Костылев Максим вышел победителем в этой дуэли. Якутия с мячом. Длинная. И тут срезка уже. Молдаван спокойно может брать мяч в руки. Не было передачи назад. Судья останавливает встречу. Что-то случилось с игроком Сахалина. По всей видимости, судороги. Сводит ноги. Что и врач команды «Спортивная школа Сахалина» вынужден выйти на поле. А тем не менее в команде «Спортивная школа Сахалин» замена. Вместо игравшего под номером 5 Кононова Ростислава на поле выходит Бугров Даниил, номер 21. Ну что ж, истекает время матча. Буквально последние секунды. Сейчас мы посмотрим, сколько времени добавил к основному времени рефери сегодняшней встречи Халафов Эльдар. Итак, 2 минуты добавлено.
Счет 3-1 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Всё. Судья дает играть молдавану. И вот пошло компенсированное время. Кладов вернулся назад. Получает мяч. Длинная вперед. Передача на Бугрова. Тут и Нарайкин навязывает борьбу с игроку в синей форме. Не разобрались немножко. И вот Ахмедшин делает передачу направо. Удар по воротам. Это бил поворотом Федоров Максим. Довольно-таки активен Максим. Напомню, что он вышел на замену вместо Давыденкова Сергея. Так, от ворот. Вынос Нарайкин. Принял мяч, но попытки обыграть потерял. Бугров вступает, да, сохраняет мяч для команды. И в итоге все-таки теряет его. И такая тактическая замена у команды Сахалин. Вместо Радченко Константина номер 27. На поле вышел Гребенников Филипп номер 29. А тем не менее штрафной с центрального круга пробьют футболисты Якутии. Навес или удар, но тем не менее мяч от головы защитника покидает линию ворот. Угловой, ну по всей видимости уже последний угловой этого матча, этой встречи. А счет, я напоминаю, 3-1 в пользу гостей команды «Спортивная школа Сахалин». Смотрим. Подача. Молдаван. Да, сейчас, конечно, Молдаван выбивает перед собой, очень рисковал. Но, тем не менее, все благополучно завершилось. И звучит финальный свисток арбитра матча Халафа Эльдара. Со счетом 3-1 победу одержали хозяева. Команда «Спортивная школа Сахалин». А я напоминаю, что следующая игра у команды Сахалина пройдет во Владивостоке 6 августа, где она встретится с командой «Краевая спортивная школа Олимпийского резерва».